начале заседания правительство утвердило правила рыболовства в республике. Отныне в целях рационального использования рыбных ресурсов промысел будет регулироваться. Данное правило регулирует практически деятельность этой отрасли не только в промышленном, но и в любительской сфере, имея в виду наше беспорядочное ведение этого хозяйства, деятельности на территории Абхазии, особенно в реках, в селах и, конечно же, на море, имея в виду промышленный лов биоресурсов. И поэтому сегодня необходимость дальнейшего совершенствования охраны водных биологических ресурсов, а также в целях рационального использования и сохранения условий естественного воспроизводства водных ресурсов рекомендуются такие правила. Мы это правило разрабатывали совместно с профильными институтами, в частности Институт экологии. В дальнейшем разрабатывается и закон о рыбном хозяйстве, о рыболовстве, который будем предлагать. Данные правила, я думаю, даст возможность каким-то образом упорядочить первым долгом во времена Путины тот беспорядок, который у нас имелся на море. Мы каким-то отдельным указом и постановлением всегда Кабинет министров пытается и делает все возможное, чтобы регулировать, но этого, видимо, недостаточно для того, чтобы нести какую-то ответственность. Это правила просто необходимы. Один из разработчиков данного проекта, эколог Роман Бар, отметил, что существовавшие ранее правила, разработанные в конце 60-х годов, устарели. По словам ученого, в последние годы во всем Черноморском бассейне сокращаются ресурсы хамсы. Это является сигналом для корректировки отношений в области промышленного и любительского рыболовства. Конечно, новые правила рыболовства вносят заметные ограничения, и это в первую очередь связано с тем, что промышленное рыболовство сталкивается с очень серьезными ограничениями самого ресурса, который оно использует в качестве, так сказать, предмета добычи. Как известно, прошлая путина хамсовая, на которой фактически, так сказать, основана промышленное рыболовство, оказалось рекордно низкой. Чуть меньше 11 тысяч тонн рыбы было поймано в прошлом году хамсы. И это факторы, которые являются серьезно настораживающими, потому что ресурсы, в первую очередь хамсы, оказываются серьезно переловленный во всем бассейне Черного моря. В прошлом году к нам из Азовского бассейна пришло только 1,3% азовской хамсы, которая обычно составляла около 20-25, а то и даже трети запаса, который приходило в зимнее время в наши воды. Все эти вещи являются очень серьезным, сигналом тому, что мы должны вносить серьезные корректировки в процесс добычи, контроля и регулирования отношений, которые существуют в области рыболовства. Эти правила максимально адаптированы к современным условиям. Они отчасти в тех ограничениях, которые там существуют и изложены в них, не являются новыми, потому что каждый год в рамках ведомств, которые отвечают за рыболовство, Комитет по экологии, Министерство сельского хозяйства, отдельными приказами вносились эти ограничения в процесс добычи рыбы ежегодно. Поэтому все эти элементы были учтены в новых правилах, и таким образом мы имеем на сегодняшний день максимально адаптированные и, главное, синхронизированные с российскими правилами рыболовства, потому что это в соответствии с подписанным соглашением о охране рыбных ресурсов, совместных рыбных ресурсов, являлось таким условием, чтобы они были синхронизированы. Как отметил премьер-министр Александр Анкваб, документ должен регулировать деятельность не только крупных участников рыболовства. Правильное и рациональное использование биоресурсов поможет сохранить нашу экологию, подчеркнул Анкваб. Это касается каждого гражданина, который позволяет себе безответственно относиться к нашим рекам, к речушкам, ко всякие приспособления незаконные, в том числе и опасные для жизни и здоровья людей. Это надо, конечно, избежать.
Об этом надо говорить и молодому поколению, об этом надо говорить школьникам, потому что море у нас одно, реки у нас одни, других нет, и нам надо сохранять этот баланс и относиться к этому с крайним уважением, с тем, чтобы мы сохраняли эту красоту, и это все осталось будущим поколениям. Если будем ходить с электроудочками, с взрывчаткой, с чем еще угодно, ничего хорошего не будет. Если рыболовы будут себе позволять делать то, что нельзя делать, помимо этого объемного документа, а он регламентирован очень тщательно. Тут богатый опыт и российский, и другой. И мы правильно сегодня делаем, что принимаем его. В связи с увеличением численности мраморного клопа в Абхазии члены правительства внесли изменения в целевую программу по развитию сельского хозяйства на 2021 год. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, из статьи программы о тратах на растениеводство 7 миллионов будет перераспределено на борьбу с мраморным клопом, приобретение средств по защите растений и оплату работ. Эта мера позволит предотвратить весенние нападки вредителя. Мы сегодня организовали как бы не профилактически уже, а борьбу против этого вредителя, и средства, которые мы должны использовать, и просили, и вы дали согласие использовать с развития сельского хозяйства, программа нам не позволяет, и мы ввели изменения, то есть из статьи, где развитие растениеводства было указано 30 миллионов, мы 7 миллионов перевели на статью приобретения средств защиты растений и проведение работ по защите растений. Как раз эти 7 миллионов дадут возможность нам провести эти работы. То есть сегодня на территории Абхазии, кто видел, знает, проводятся эти мероприятия. Доступное жилье – тема весьма актуальна на сегодняшний день. В 2018 году были разработаны и утверждены 2 жилищные программы. По словам министра социального обеспечения Руслана Аджба, они были реализованы не в полной мере. Из-за пандемии у получателей возникли сложности с возвратом денежных средств. На сегодняшний день в Министерстве социального обеспечения лежат порядка 800 заявлений. Новый проект государственной целевой программы «Жилище-2022» предполагает безвозмездную выплату средств на приобретение жилья. Таким образом, на заявителя полагается 500 тысяч рублей и на каждого члена семьи еще по 100 тысяч. Программу запускают уже в этом году. В рамках ее реализации планируется выделить 40 миллионов рублей на текущий год и еще 40 на следующий. Но будет она доступна для определенных категорий граждан. К нам обращаются очень много граждан по настоящее время. У нас около 800 обращений на сегодняшний день. Было бы гораздо больше, но когда мы разъясняем, многие сами отказываются, понимая уже, что до них мы не дойдем и не сможем оказать какую-либо помощь. Дело в том, что ввиду ограниченности наших финансовых возможностей, нашего бюджета, рассмотреть и оказать помощь всем мы не можем. И потому мы сегодня, проанализировав все, предлагаем новую программу, которая объединяет 2 предыдущие, но при этом мы исключаем принцип возвратности денежных средств. Ну и второе, мы предлагаем исключить принцип обращения в общем порядке. То есть таким образом мы разработали совместно с Кабинетом министров государственную целевую программу, которую назвали «Жилище-2022». Это тоже будет программа президентская. Исполнительным и ответственным органом будет Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия. По данной программе претендовать на получение финансовой помощи могут также лица, которые не обладали и не обладают на праве собственности жильем на территории Республики Абхазия и нуждаются в предоставлении жилья для постоянного проживания и относится к одной из ниже перечисленных категорий. Это инвалиды первой группы, в том числе инвалиды первой группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, а также при исполнении служебных обязанностей, пропавших без вести и лиц, приравненных к ним в установленном законодательством порядке. Многодетные семьи, имеющие 3 и более детей,
лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, и дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести. При рассмотрении обращений претендентов приоритетными являются обращения лиц, относящихся к категориям А, Г и Д, то есть это инвалиды первой группы, это лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид или инвалид с детства, дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести. Присвоение претенденту статуса участника программы осуществляется на основании поданного им заявления, форма которого утверждается ответственным органом. Также программа утверждается перечень необходимых документов. Вот. Для реализации программных мероприятий и достижения целей решения задач программы создается постоянно действующая межведомственная исполнительно-распорядительная комиссия. Члены правительства также рассмотрели вопрос об электронной подписи, используемой центральными и местными органами государственного управления. Утвердили порядок ее использования. Электронная цифровая подпись – это аналог рукописной подписи. Она выполняет ту же функцию – обеспечивает юридическую значимость документов. Представляя проект постановления, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба отметил, что нововведение призвано усовершенствовать процедуру обмена данными. Полагаю, что уже в следующем году этот продукт выйдет на полную мощность, и мы будем получать доступ к нему. Это, естественно, упростит во многом процедуру обмена данными, составления документов. Будет возможность подписывать электронной подписью электронные документы, ну, соответственно, что приведет и, разумеется, к оптимизации части бюджетных расходов, те, которые мы сегодня наблюдаем в обычном режиме общения между передачей данных. Кабмин принял постановление о компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка республики в 2022 году. Речь идет о выплатах вкладов, которые были внесены в Сбербанк Абхазии до 14 августа 1992 года. С 2011 по 2021 годы вкладчикам было выплачено более 178 миллионов рублей. На следующий год на эти цели будет выделено 4 миллиона рублей. В текущем году на эти цели в бюджете было предусмотрено 2,5 миллиона рублей. Полностью освоены эти бюджетные ассигнования. На следующий год, с учетом тех списков, которые имеются в комиссии, предлагается установить объем в 4 миллиона рублей. Мы, очевидно, понимаем, что с таким объемом справимся, при этом есть такая потребность, но и граждане, разумеется, должны получать компенсационные выплаты, раз Республика Абхазия взяла обязательства по таким платежам. Это правильное поведение, адекватное поведение государства, и по-другому быть не может. Все, что мы можем сделать, мы должны сделать. Во всяком случае, эта компенсация не стопроцентная, но она существенная. Помимо основных вопросов повестки дня, в правительстве обсудили эпидситуацию. Согласно данным министра здравоохранения, на сегодняшний день в лечебных учреждениях Абхазии находится 281 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Эдуард Будба считает, что рост заболеваемости напрямую связан с проведением массовых мероприятий. Несоблюдение санитарных норм и правил безопасности влекут за собой последствия. Министр также отметил, что растет потребление кислорода, а достать баллоны с кислородом в России становится сложнее. Ситуация по заболеваемости достаточно сложная. На данный день 281 пациент находится в наших лечебных учреждениях ковидных. Могу по сводке в Гудаутах 80, в инфекционной больнице 38, в Творчалах 11, в Ачимчирах 22, в Гаграх 30, в госпитале 100 человек. 12 в реанимации, из 12 коек на данный момент. По лекарственному обеспечению хочу сказать, что тот препарат, который мы получили в субботу в обед, Артлегию, за неполную неделю практически больше 120 упаковок уже выдано. Ежедневно выдается и госпиталю более от 8 до 12 упаковок, инфекционной больнице, Гудаутскому ковидному госпиталю. Это что касается того препарата Артлегия, о котором мы в прошлый раз говорили, поставку которого мы ждали. Вот. По другим медикаментам в плане ковида все, что необходимо по расходному материалу, обеспечивается, по СИЗам обеспечивается. Но по выявляемости, вчера оперативный штаб
сводку опубликовывал. Из 497 пациентов 149 положительных. Я еще раз, вот, пользуясь площадкой, хочу обратиться к нашему населению, ко всем гражданам, соблюдать все режимы, о которых говорит медицинское сообщество, потому что вот те цифры, которые мы сегодня видим, вот, допустим, 149 пациентов, это 149 пациентов, которые заболели, которых требуется лечить. И так ежедневно 150, 140, были цифры недавно за 200. Поэтому еще раз хочу обратиться, вот говорил буквально позавчера, в выходные дни наши коллеги находятся там в будни, выходные, круглосуточно в красной зоне, и слышат, как эскорты свадебных кортежей проезжают. Я думаю, что они, наверное, не просто выехали покататься, потом они куда-то приезжают, наверное, отмечают. И после этих мероприятий у нас, к сожалению, рост больных присутствует. Это не может не раздражать наших медиков, когда они слышат клаксоны свадебных кортежей, которым мы рады, мы счастливы. Чем больше свадеб, тем лучше. Но ситуация другая. Ситуация другая. Почему такое жестокое потребление кислорода? Ковид стал другим. Он мягче не станет, к сожалению. ويحزلهم كاوزر حوسكوت في خزن زك وشيك حشان حكلرو ويادا جالدزم аллеш яцхамцар атагалазаша ехаги сохот. На пределе работают наши медики уже какое время. Мы это будем говорить каждый день. На пределе. И добавлять к этому количеству людей за счет осенних вспышек мы не должны. Мы не должны. Можно во всем ограничить. Во всем. В том числе и в проведении свадеб. Такая жизненная необходимость. Наши специалисты, вчера вот я со Скорик встречался, они фиксируют эти вспышки после определенных массовых мероприятий. Это закономерность жестокая. Нельзя не остановиться. Надо остановиться. На время отложить эти мероприятия. Важные, повторяю. Всякие юбилеи, дни рождения. Мы ограничиваем массовые мероприятия по ведомствам. Успеем. Впереди много времени, успеем, лишь бы справиться с этим без таких потерь. Внимательно отслеживаем то, что происходит в школах. И снова возвращаемся к вакцинации. Попытка сделать так, чтобы эта болезнь не подойдет к моему забору, она неэффективная. Подойдет, перелезет и накажет очень жестко. А зачем мы заказываем вакцину? Зачем ведем переговоры? Просим. Для чего? Для того, чтобы защитить граждан. Что мы нарушаем что-то, если будем требовать? Что наши юристы, что правовое управление скажет? Нельзя? Вот аппарат Кабинета министров, если нет медицинских противопоказаний, что нам лучше, чтобы этаж заболел или чтобы отвакцинировались? Придется, и мы это сделаем. Придет вакцина, и мы будем немного по-другому требовать. Есть разные формы, мы их используем. Знаете, звонки министру здравоохранения в 4 утра, в 3 ночи, и прошу прощения и мне, немедленно нужна Артлегия, спасите, Актемра. Мы готовы отвечать на эти звонки, да, и готовы на это реагировать положительно. Но вот министр финансов пусть скажет, Ярапара умазырги хазлатшажу ахшку узывшадзу мурустула. Уйопи хаш. Уги хацу. И узывшадзу микадзум. Вакцинация, соблюдение санитарных норм – это то, что может нас реально спасти и поддержать. Как бы
кто скептически к этому не относился. Правительство приняло распоряжение о предоставлении гражданам Республики Абхазия льгот по оплате стоимости жилья при передаче в частную собственность из Государственного жилищного фонда. Таким образом, 4 участников войны из числа репатриантов освобождены от уплаты стоимости ранее предоставленного в собственность жилья. Правительство приняло решение о закладке новых похозяйственных и алфавитных книг в администрациях сел административно-территориальных единиц Абхазии с 1 января 2022 года сроком на 5 лет. Документ представила начальник Госкомитета по статистике Кама Гогия. Предыдущая закладка похозяйственных и алфавитных книг проводилась в 2016 году. На заседании правительства также утвержден производственный календарь на 2022 год. Были рассмотрены и другие вопросы. Сима Аргун, Михаил Братухин, Раму Камке, Абхазское телевидение.